На днях в Уфе прошел семинар на тему мышления триллионера, организованный Шамилем Аляутдиновым, известным автором книг по мусульманскому коучингу. Аляутдинов уже более 20 лет анализирует божественные правила и наследие пророка Мухаммеда и уверен, что у каждого из нас есть огромный внутренний потенциал для реализации своих целей и желаний. Воспользоваться ими или нет, каждый решает самостоятельно, отмечал он на семинаре, который собрал огромное количество уфимцев и гостей столицы в здании Конгресс-холла. Шамиль, программа называется «Мышление триллионера». В чем суть этой программы? Если мы говорим о мышлении триллионера, то подошел к тому, чтобы умом своим как можно шире, как можно глубже понять, что в этой жизни все возможно. Чтобы на самом деле, в первую очередь, своим мозгом, своим сознанием поверил в это, начав с понимания того, как работает вообще человеческий мозг в том числе. И все это, безусловно, идет в увязке с душой и с верой человека. А как работает наш мозг? Некоторые люди пришли с конкретной целью. Они визуализируют свои миллионы. Каким образом им получить желаемое? Они вроде бы пишут, вроде бы что-то там, картинки ставят, а миллионов нет. Реалии жизни таковы, что в определенной среде достаточно активных и успешных людей я нахожусь примерно 23 года своей жизни последние, то есть мне сейчас 39 лет, 40-й год, сейчас идет как раз в арсенале моих знакомых, с кем я имел личное общение, в том числе есть не только российские бизнесмены, но и другие государственные бизнесмены, входящие в список Forbes. Вот в этом, в общем, таком информационном живом потоке находясь, в том-то и дело, что успешность как таковая человека, во-первых, во взаимосвязи тела, интеллекта, душа происходит. Во-вторых, это целая гамма самых разных навыков, самых разных действий. То есть это многообразие всего, не просто картинку повесил, визуализируешь и себе внушаешь. В одном из заданий у людей было то, что ответить на 3 вопроса. Первое – это чего я хочу от жизни, человек должен написать 10 пунктов. Второе – это моя миссия на Земле, 1 пунктом. И в чем заключается семейное счастье? 10 пунктов. Просто-напросто, чтобы заставить человека вообще задуматься. И те письма, которые нам приходят, то есть люди пишут домашние задания, присылают письма, я их перечитывал. Во-первых, мне очень понравилась уфимская публика, то есть у них интересные письма, интересные ситуации, кто-то интересные истории жизненные описал. Но если, например, касательно вот данного задания, чего я хочу от жизни, многие писали очень в общем, то есть не столь конкретно. Поэтому люди порой, да, может быть, там одном из моментов было, я хочу стать миллионершей, что-то как бы, и чтобы некий такой период начался в жизни более спокойно, да. Многие отмечают, что они, вернее, приходят к выводу, что они конкретно-то и не знают, чего они хотят от жизни. Но они точно знают, что жить как сейчас они не хотят. Вот, но для того, чтобы что-то изменилось, необходимо, как в Коране говорится, Господь не изменит положение дел людей, пока они не изменят себя. То есть преображение того, что вокруг нас, начинается с преображения нас самих. И причем неоднократно об этом говорится в Коране. И здесь нюанс, то, что вот мышление триллионера – это как раз-таки начать изменение своего мышления, своего взгляда на жизнь, анализа происходящего и понимание того, что от меня все-таки на самом деле в этой жизни зависит. То, что очень часто люди недопонимают, что от них зависит, а что не зависит. Говорится в хадисе о том, что если ты просишь для другого человека, то тебе это даст Всевышний, что ты просишь для него. То есть вот с точки зрения мусульманской культуры, божественную милость ограничивать своим интеллектом, но это просто неразумно. На семинаре вы отмечали, что очень важно отслеживать свой внутренний диалог. Важный нюанс внутренней диалоги. Диалог – это проигравшего или все-таки победителя? Это крик души такого недовольного нытика? Или все-таки это уверенный слог человека, который просто-напросто анализирует, что ему нужно сделать, чтобы подняться на новый уровень, какое принять решение. Даже если это диалог проигравшего на каком-то этапе, если даже это может быть какие-то детские или юношеские обиды, постоянно говорящие, что мне это не дано,
и для меня это недостижимо, поменяйте этот диалог. Его можно изменить, его можно преобразить. То, что мы читаем, это влияет. С кем мы общаемся, это влияет. И если мы смотрим то, какие все-таки передачи, какие фильмы мы смотрим, это тоже постепенно как бы происходит подсознание, оно впитывает все это и вся. Если все-таки мы выборочно подходим в жизни и берем лучшее из информации, из окружения, то в этом случае мы даем возможность как бы большую информационную базу для внутреннего именно диалога успешного человека, прогрессивного. Вы отмечали, что мышление триллионера именно в том и заключается, что каждую проблему рассматривать как возможность. Во-первых, это идет в увязке семинара наши со Священным Писанием, с Кораном. И в Коране неоднократно говорится о том, что мы будем вас испытывать, лятубляунна, причем усиленным глаголом. То есть вы будете испытуемы. В одном из аятов во второй суре говорится о том, что и частичками страха, и проблемами финансовыми, и проблемами физическими, и голодом, духовным или физическим. То есть у вас те или иные проблемы будут, но обрадуй людей терпеливых. То есть, опять же, терпение – это не нытье. Терпение – это то, когда человек спокойно, ровно к этому относится, как предоставленные возможности. Потому что с точки зрения Священного Писания, те или иные трудности, они нас поднимают и в земном понимании, и в вечном понимании. И даже говорится о том, что если чем человек на более высоком духовном уровне находится, тем у него сложнее жизненные обстоятельства. Но в том-то и дело, что он относится к ним не как к трудностям, как к возможностям, и поэтому это только придает адреналина ему для того, чтобы вау, ничего себе. И через это можно пройти и увидеть новые горизонты в этой жизни. То есть жизнь становится реально интересной. Обычно люди говорят о том, что вот как бы мне бы какую-то маленькую зону комфорта себе создать, маленькую квартирку бы купить, маленькую машинку бы купить. Вот это вот некая зона комфорта, и вот они через 10-20 лет в эту зону комфорта попадают и думают, вот как бы мне это сохранить. Они на этом уровне так и проживают всю свою жизнь. Но жизнь, она при ее возможности, нужно изначально уже понимать, что в этой жизни все возможно, ты должен понять, чего ты хочешь, но ты должен понять о том, что жизнь – это в любом случае те или иные препятствия. Главное, чтобы это не были надуманные препятствия. Это как раз, опять же, в контексте мышления триллионера, что надуманные, их просто-напросто убирать. Фактические препятствия, да, их умело преодолевать. И вот особо волнующий вопрос многих родителей, все-таки как правильно воспитывать своих детей? Ну, вопрос воспитания детей. У меня у самого 5 детей, и я тоже об этом и много читаю. Я очень часто говорю на своих выступлениях, что родители, да, родить ребенка, дай бог, все здорово, все хорошо, иметь какое-то меню, чтобы его там одевать, кормить, в секции водить, материальные, отлично. Но детская психология, да, становление человека как личности уже с 1, со 2, с 3, 4 годов. Потому что очень часто родители, они просто ломают в нем личность. Ты дурак, ты бездельник. То есть они не понимают, что человек только-только родился и только-только вообще начинает понимать, что к чему. За какие-то мелочи, детские За какие-то мелочи, шалости, тем более он даже не знает, как что работает в этой жизни. И он не может размышлять как 30-летний. Вот. Но родители, к сожалению, порой очень часто не умеют управлять своими эмоциями. Они изначально забивают в нем какие-то именно заниженную самооценку, просто вбивают ему в голову. И мне очень запомнилось, вы сказали, при определенных трудностях во взрослой жизни он на своем подсознательном уровне будет реагировать как бестолочь, как дурак. Да. Он будет как бы считать, если у меня это не получается, если мне кто-то не так на меня посмотрел, не так мне сказал, или там как бы занизил мне зарплату, или еще какие-то бонусы, ну, значит, я этого заслуживаю, все-таки уже как бы дурак, бестолочь, там, идиот и так далее. То есть он много этого слышал в детстве, поэтому как бы соглашается быть на не то чтобы даже вторых ролях, а на каких-то там совсем последних. Я себе ставлю определенные задачи, даже у меня есть в телефоне напоминание каждый день появляется о том, что в 21:00 включить мозги детей. По поводу включить мозги детей. Мне кажется, у нашего поколения они направлены на вот эти компьютерные игры. Как раз сыну своему объяснил весь механизм. И я ему сказал, я говорю, послушай, механизм таков. Да, дофамин повышается, когда ты играешь, поэтому ты получаешь чувство удовлетворения. Но этот же дофамин
в мозгу, он повышается, как бы некий такой гормон счастья, повышается, когда человек употребляет те же самые наркотики. То есть, когда человек многие неправильные вещи делает, повышается, но потом, когда ты перестаешь играть, дофамин резко падает. И если человек не играет какое-то время, то у него начинается депрессия и апатия. То есть ему постоянно, как и наркоману, требуется определенная доза этого дофамина, именно завышенная. Хотя дофамин можно получать физические нагрузки, умные книги, общение с умными людьми. То есть тот же самый дофамин может быть и в здоровых каких-то частях жизни. Но здесь нужно просто трудиться. А в игре трудиться не надо, и он подпрыгивает. И в том числе, даже недавно я смотрю, то есть мы договорились с ним, он стер, у него несколько игр было, стер с телефона. Но, опять же, он же ребенок, ему как бы и в школе это все обсуждают и так далее. Он еще какую-то игру себе закачал. Я говорю, послушай, мы с тобой договаривались. Вопрос дофамина, да, так. Я говорю, и что в итоге с мозгом происходит? Он говорит, разрушение. Я говорю, да, то есть научно сегодняшнее это доказано. Поэтому, да, говорит, нет проблем, папа, все, стер. То есть ребенок, опять же, от него не нужно ждать стопроцентного послушания, стопроцентного исполнения. Он может, как даже взрослый, вроде он и бросил курить, потом смотришь, через месяц опять начал курить. Вредная привычка захватывает часть мозга определенную, и так просто эти нейронные пути не смогут отмереть. Вот захотел и бросил. То нужно вводить новые привычки, которые займут эту часть мозга. Шамиль, я благодарю вас за беседу. Мы ждем вас снова в нашей Уфе. До новых встреч. Уфимская аудитория мне очень понравилась. Живая она была. Когда я в конце уже семинар завершился, я искренне сказал людям, что вот реально я стал на несколько триллионов богаче и счастливее, именно вот находясь в атмосфере вместе с ними, в одной атмосфере. Еще до начала семинара я была знакома с книгой Шамиля Аляутдинова «Триллионер слушает». Как-то она попалась мне на глаза. Очень положительный момент, да, то, что он сложил знания разных направлений. По идее, кажется, что они разных направлений, но на самом деле соединил очень гармонично. Ислам и бизнес, или ислам и мышление успешного человека, как бы это параллели, то есть это одно другому понимает. И он просто раскрывает какие-то аяты и показывает, как именно можно это оценить с позиции успешного предпринимателя или стать успешным человеком. Мечты сбываются. О чем думаешь, все сбывается. Как он говорит, твои поступки говорят о том, о чем ты думаешь. Вся обстановка вокруг создается твоими мыслями. Если у вас нет цели, вы являетесь целью других. Дорогие друзья, помните об этом и не будьте ведомы. С вами была программа «Бизнес-обзор» и я ее ведущая Роза Хузина.